25 января уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил в первом саммите глав государств в формате Центральная Азия-Китай, которое состоялось в виде видеоконференции. Участники саммита обменялись мнениями относительно текущего состояния отношений сотрудничества стран Центральной Азии и Китая и перспектив их дальнейшего развития в рамках формата Центральная Азия-Китай. Наш глава государства в ходе своего выступления дал высокую оценку достигнутым результатам за 3 последних десятилетия развития отношений Таджикистана и Китая и их вывода на уровень всестороннего стратегического партнерства. При этом глава государства к значительным итогам этого периода отнес формирование надлежащей договорно-правовой базы, непрерывный политический диалог в духе взаимного доверия, высокие показатели в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, в частности, реализация крупных инфраструктурных проектов. Лидер нации подчеркнул заинтересованность нашего государства в продолжении созидательного политического диалога между двумя странами на высшем уровне и обогащение практическими мерами содержания различных аспектов стратегического партнерства сторон как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В этой связи в качестве приоритетных направлений были указаны торгово-экономическая и инвестиционная сферы, особенно в секторах промышленности, энергетики, в том числе зеленой энергии как ключевой базы зеленой экономики, транспорта и обеспечения беспрепятственных грузоперевозок, сельского хозяйства, а также цифровой экономики. Глава государства в своем выступлении определил развитие отношений сотрудничества в упомянутых отраслях в формате Центральная Азия-Китай, в частности, принятие дополнительных мер в целях расширения взаимной торговли и роста объема товарооборота, а также обеспечения соответствующих условий для активного привлечения инвестиций для реализации взаимовыгодных региональных экономических проектов, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в качестве областей, отвечающих интересам сторон. Важным было признано активное сотрудничество сторон в сфере изменения климата и устранения негативного влияния его последствий на экономику стран региона. Также была подчеркнута важность согласованных действий в области здравоохранения, особенно в условиях пандемии, в целях продолжения взаимовыгодного сотрудничества по профилактике и контролю инфекционных заболеваний, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения. В ходе встречи стороны также рассмотрели текущую международную и региональную обстановку. В этом контексте уважаемый Эмомали Рахмон с учетом сложной международной и региональной ситуации, а также наличия общих угроз и вызовов подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в области безопасности. В числе первостепенных задач были названы меры по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков. Вновь была подчеркнута заинтересованность Таджикистана в установлении мира и стабильности в Афганистане. Поддержан призыв Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистана. В завершении своего выступления лидер нации отметил, что Таджикистан придает большое значение продолжению взаимодействия между странами региона в многостороннем формате. В этом контексте была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества стран региона в формате Центральная Азия, Китай. 4 высшие стратегические цели, а именно достижение энергетической независимости, выход из коммуникационного тупика, обеспечение продовольственной безопасности и ускоренная индустриализация составляют основу становления и развития нашей страны на тысячелетия. Быстро меняющейся и напряженной ситуации современного мира, согласно указаниям и предложениям правительства, в первую очередь необходимо обратить внимание на эффективное использование имеющихся возможностей и ресурсов, ввод новых мощностей и активизацию существующих, а также привлечение отечественных и иностранных инвестиций. Энергетическая независимость является одной из основных стратегических целей и ключевых показателей экономического роста, потому что наша страна имеет огромный потенциал водных ресурсов. Согласно данным, в первые годы независимости в стране было всего 25 малых и больших гидроэлектростанций. В 2019 году количество таких источников экологически чистой выработки электроэнергии достигло 306 единиц. В последние годы также стабильно развивается дорожно-транспортная отрасль, в результате чего наша страна достигла одной из своих стратегических целей – выхода из коммуникационного тупика. За годы независимости в транспортной сфере страны реализовано 53 государственных инвестиционных проекта на сумму более 20 миллиардов самани. Построено и введено в эксплуатацию более 2200 километров автомобильных дорог международного значения. За этот период республика стала участником 13 программ и 10
11 международных конвенций и соглашений в области автомобильного транспорта, в рамках которых налажено сотрудничество в сфере перевозок с 40 странами мира. Рациональное использование приусадебных земель и тем самым увеличение производства продуктов питания является одним из основных путей повышения благосостояния населения и продовольственной безопасности. Согласно анализу, среднегодовой прирост сельскохозяйственного производства за 1997-2020 годы составил 7,3%, а его объем увеличился за этот период в 5 раз. После обретения государственной независимости государственная политика в области промышленности полностью изменилась, сосредоточившись на усилении производства и экспорта готовой продукции за счет внедрения новых технологий, увеличения использования местного сырья и его полной переработки. Сегодня в нашей стране открыто и изучено более 600 месторождений и 800 явлений, содержащих более 60 видов минерального и неминерального сырья. С первых дней независимости правительство страны рассматривает сектор образования как один из приоритетов своей социальной политики и пользует все возможности для его развития и расширения. Как было отмечено в ежегодном послании нашего главы государства парламенту страны, для развития сфер науки, образования, здравоохранения и социальной защиты за счет всех источников финансирования государственного бюджета было направлено более 97 миллиардов самани. В настоящее время общее число учащихся средних общеобразовательных учреждений страны достигло 2 миллионов 200 тысяч человек. В период независимости в стране было создано и сдано в эксплуатацию 173 образовательных учреждений нового типа – лицеи, гимназии, президентские школы, международные школы и образовательные учреждения для одаренных учеников, а также 196 частных учреждений дошкольного и общего образования. В этих учреждениях учебы охвачено около 150 тысяч школьников. На ступени начального и среднего профессионального образования были созданы 39 новых образовательных учреждений и на ступени высшего профессионального образования 28 учреждений. Их количество соответственно доведено до 144 и 41. В текущем учебном году число учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования составило более 120 тысяч человек и студентов высших профессиональных учебных заведений 245 тысяч человек, что по сравнению с 1991 годом больше на 1,6 раза и 3,5 раза соответственно. В период независимости число одаренной молодежи, которая направляется на учебу за пределы страны, увеличивается с каждым годом и в 2021 году достигло более 42 тысяч человек в 25 зарубежных государствах. Ежегодно более 5 тысяч наших одаренных юношей и девушек направляются для учебы в высшие учебные заведения зарубежных стран мира.